Мясо, напоминаю, шейка. Шейка, свиная шейка. Ну что, пьяный был или нет? Надо, Федя, надо. Не может быть хороший человек и не пить. Мясо и овощи — это то, что доктор прописал. А мне понравилось. Сейчас, ну подожди, сейчас будем это самое. Если не придет, то уже спит. Вот, и С тебя тоже не я получилось. буду доволен. На 30 минут он бы тоже очень был доволен. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня опять на кухне и готовим сегодня мясо. А как будем готовить, расскажет нам Сергей. Сергей. Всем привет, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я попросил Машу приготовить мясо. Ну, будем готовить под моим чутким руководством. Как говорит, Маша говорит, я, говорит, ничего в этом объяснить не смогу. Говорит, комментируй ты. Ну и я буду комментировать. Первым делом у нас что? У нас есть мясо, свиная шейка. Свиная шейка, где-то мы взяли килограммчик. Килограммчик нам, думаю, достаточно. И прежде чем приступить к нарезке, я говорю, что резать надо крупными кусками, где-то спичечный коробок. Вот, это мясо надо резать, примерно в среднем где-то как спичечный коробок. Вот. Сейчас Маша нарежет. Потому что если тонко нарезать, получается, что она будет высыхать в духовке. Свиная шейка очень хорошая, свиная шейка очень хорошо подходит. Так? Ну, да, примерно так. Подходит для шашлыка. И также можно сделать в духовке. Зимой шашлык неудобно на улице, холодно, а в духовке в самый раз будет. Вот так. Вот пока Маша режет. Но это дело не хитрое. Быстренько нарежет. И готово. Переложили наше мясо уже вот. Здесь и немножко так промаринуем. А промариновать чем? Соль и специи. И, как больше и не надо ничего. Посолим. Где-то вот на килограмм-то где-то, наверное, ложка-то уйдет, как минимум. Может и побольше. И потом еще приправа такая. В составе приправы для мяса, там в составе базилик, петрушка, базилик, паприка, вот, немножко, слишком, все это самое, где-то, наверное, 2 чайные ложки где-то приправы получилось. Соль, потом я не знаю, вот, как с солью получится. И немножко свежемолотого перца тоже не помешает. И это все. И вот такой нехитрый маринад. Желательно, чтобы, конечно, он был час-полтора. Вот так пускай. Но у нас где-то будет полчаса, наверное, пока Маша разрежет лук, почистит лук, разрежет и разложим это все в пакет после этого уже. Вот. Между тем включим духовку, пускай греется, у нас духовка поставим на 200 градусов. Да? Видите, Маша сегодня какая молчаливая. Мясо это дело такое. 200 грамм. От 200 градусов. 200 градусов, да. Мясо оно такое. Мясо это мужское. Противень там, да? Вытащить надо противень. Ну вот,
пускай вот это мясо пока будет здесь, в этой миске, ну, так сказать, маринуется. Я думаю, соли, надеюсь, достаточно же будет, нет? Мясо, напоминаю, шейка. Шейка, свиная шейка, очень хорошее мясо. Новогодние праздники прошли у нас, а впереди рождественские праздники, и может кто-нибудь вот это мясо приготовить на Рождество. Ну, я уверяю вас, этот метод очень классный, очень вкусный, очень сочный получается. Ну, желательно взять, конечно, шейку. Шейка она такая, она и с прожилками жира, и мясо такое мягко получается вообще. Так, лук. Лук у нас чистим довольно-таки немало лука. И это будет в качестве, так сказать, подушки в пакете. Вот этот лук разложим в пакет. И дальше на него будем укладывать мясо. Ну, если честно, вот Маша не знает вот наперед, что я поэтому наперед и говорю. Потому что Маша не знает, что дальше. Ну, она-то знает, как мясо готовить. Она получше даже меня, конечно, готовит. Но вот так именно, вот как я сейчас говорю, он говорит, сам говорит, что у тебя в голове, сам говорит, рассказывай. Вот и рассказываю. Давай, Маша. Как дела у тебя, Маша? Расскажи зрителям. Как Новый год встречала? Новый год вдвоем с мужем. Муж-то пьяный был или нет? Муж-то не пьет вообще. Вот такой у тебя классный муж, да, не пьет. Не пьет, значит, тоже не то что-то. Не может быть хороший человек и не пить. Значит, что-то есть такое, что нельзя пить. Встречали вдвоем, и друг, товарищ у Сергея еще Да, был. по вайберу еще, да. Включали и встречали втроем. Ну, так и встретили, потом уже девочки позвонили. Теперь берем пакет для запекания. Хорошая штука этот пакет для запекания вообще. Потому что все блюда получаются очень сочные в нем. В этом пакете. Чтобы в один слой мясо уложить, чтобы в один слой. Рассчитывайте так пакет разрезать, чтобы в один слой. Побольше, потому что там где еще нужно и завернуть еще один конец. Два конца завернуть? Ну то пускай чуть-чуть побольше, там, на граммульку, а главное, чтобы хорошо уложилось мясо в один слой. Пакет приготовили, друзья. Один конец завязали. Далее, ну, лук-то у нас разрезан. Сейчас вот немножко отделить Мария. И аккуратно, как подушку, застелить вот этот пакет для мяса. Осторожненько, ровным слоем, равномерно. Даже можно поближе, Маша, туда. К концу. Вот. Ну и куда-то. Он говорит, Маша, это, по-кому говорит, правда. Когда глаза слезятся. Так это хорошо, что глаза слезятся. Это лечит. Лук лечит. Сейчас вот этого и не надо. Надо. Надо, Федя, надо. И вот сюда, друзья, вот сюда, не, хватит, наверное, Маша, этот лук. И вот сюда тоненько-тоненько будем
одним слоем, вернее, будем укладывать наше мясо. Укладывай сразу мясо. Оно уже немножко, ну, подержалось, промариновалось, так сказать. Лавровый лист. А? Лавровый лист. Ну, лавровый лист туда сразу положим, пакетик, но немного положим. Одним слоем. Если лука не хватит, то добавить никогда не поздно там. Но самое главное, тут именно вот одним слоем надо укладывать мясо это. И все будет очень классно. Вкусно. Да, лука чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не. Но скажем, что хватило, потому что в аккурат. Сюда можно, вот передние можно сюда даже потолкать немножко, потому что там есть лук. Извини, вот, ну, пакет шуршит, но что потом поделать. Вот. Вот, друзья, как выглядит сейчас. Лаврушку еще наша положит. Немного лаврушки, всего там маленькие листочки, пара штук поставь. Вот. Можно, конечно, и чесночок, но этот разный с луком. Чисто с луком. Потому что, да, еще в этой приправе чеснок тушеный он присутствует. Приправа для мяса. Вот так. И немножко пакетик этот проколем. В принципе, наверное, хватит. У нас еще духовка не нагрелась. И, в принципе, вот так выглядит. Вот так выглядит до. Вот так выглядит до. А потом уже посмотрим, как будем вытащить, когда вытащим из духовки. Подождем, у нас пока сейчас духовка греется немножко. За кадром, друзья, быстро время проходит. Так, духовка согрелась на 200 градусов, и сейчас наше мясо отправляем. Отправляем в духовочку. Осторожнее, чтобы там пакетик к стенкам не прилип. Вот. И держим это мясо, держим при 200 градусов полчаса. Затем вытаскиваем, смотрим, снижаем градус на 180 градусов и держим еще 1,5 часа. За 2 часа это мясо должно таять во рту потом. Вот так. Так, друзья, полчаса у нас прошло. Вот так выглядит наше мясо. Там все шкварчит, сок пустило мясо. Все нормально, процесс идет нормально. Сейчас сделаем, друзья, на 180 градусов. И пускай еще будет где-то, ну, час как минимум, час 10, а там может даже и 1,5. Но, я думаю, главное, чтобы не сгорело. Ну, в пакете не должно так-то сгореть. Давайте. Еще одно пригорает, да? Нет, он же какое это? Сок пустила, Да, и да. там влага там внутри, да? Да. Ну и все. Ждем еще. Вы не бойтесь, что это так долго, потому что на видео это все промчится как раз, два и все. Близится, друзья, время уже вытащить наше мясо. И мы между делом сейчас быстренько нарежем
перец. Перец сладкий, красный и желтый у нас есть. Вот по половинке разрежем. И еще лук. Еще лук, и это обжарим. Обжарим, чтобы положить, кушать мясо с этими овощами. Во-первых, это будет ярко красочно. Вот, во-вторых, это будет очень вкусно. Обжариваем лук и перец буквально минутку. Буквально минутку. Еще бы, там, конечно, вкус одинаковый, что у желтого перца, что у красного перца, но еще бы это самое зеленый перец, то вообще бы очень красочно получилось. Режем наш перчик соломкой. Даже можно потолще, Маша, потому что, чтобы чувствовался хруст потом, когда ты будешь кушать. Побольше соломкой. Потолще делай соломочку. Вот так примерно, да. Чтобы хрустело потом. Поэтому и слегка будем обжаривать, а не это. Вот так. И желтый тоже так. Мясо и овощи — это то, что доктор прописал. Потому что они, как говорится, мы с Тамарой ходим парой. Мясо и овощи — это на века. Овощи с мясом — это очень вкусно. Всегда вкусно. Вот так. И еще немножко лука. Значит, лук режем на кольца, на полукольца. И на сковородку быстренько это все дело обжарим. Сначала лук, потом добавляем уже перец. Добавим к нашему луку перец. Разноцветный такой получится у нас. Очень здорово. И тоже слегка будем обжаривать. Буквально слегка. Чтобы хрустело. Когда будем кушать мясо, чтобы это все хрустело. И лук немножко прохрустел, и перец тоже немножко хрустел. Буквально 5 минут пожарили. Сейчас огонь можно убирать. Огонь можно убирать и закрываем крышечкой, и пускай медленно доходит. Все. Все, закрыли. А теперь уже, наверное, будем доставать мясо. Скорее всего, оно уже готовое. Вытаскиваем наше мясо. Пакет раздулся, хотя и мы дырочки сделали. Так. Ух ты, как он раздулся. Вот. Что, открываем? Открываем наш пакет. Режем, вернее. Осторожно режь, чтобы это самое, если чего не приготовилось, чтобы можно закрыть, потом осторожненько было. Наше мясо. Это ты боишься, да? Паром, это... Обжигает? Конечно. Осторожно. Очень осторожно. Ну-ка, как вид какой. Друзья, сочное мясо.
Вот такое мясо там. Попробуй, Маша. Как режется вообще. Мягкое. Ну как поближе, как бы мне заснять, чтобы показать, что оно мягкое получилось. Ну-ка. Не, ты ножом покажи, как. Даже, наверное, резать не надо так очень. О, смотрите, как оно мягкое. И попробуй сразу. Попробуй сразу. Горячая, да? А соль, самое главное соль. Угадали соль или нет? Надо посолить немножко. Посолить. Но это уже, главное же что? Главное, что не пересоленное. Но мясо мягкое. Конечно мягкое, за Тает столько во рту. времени. И шейка она такая, она мягкая. С луком нормально. Когда в луке там намажешь с луком, Ну это соком, это мясной сок выделился тогда туда в ничего, пакет. да, тогда ничего нет, никакой соли не надо. А, соль там, да. Мгм. А мне понравилось. Сейчас, ну подожди, сейчас будем это самое, покушаем вместе. Мне Я понравилось. тоже попробую. Я плохого-то не посоветую. Все-таки мясо это дело, наверное, мужское, но это, я хочу сказать, что миллионы женщин, даже, наверное, больше, чем мужчин, готовят это мясо очень вкусно. В том числе и моя Маша тоже готовит. Просто вот я сегодня немножко проявил инициативу и, ну, говорю, вот так-то делай, так-то, так-то, так. Хороший шашлык получился. Шашлык, да? Такой румяный, И не надо, мягкий, сочный. не кстати. надо мангала, да. Домашний. В праздники там, когда приезжают гости, это можно делать, да? Потому что не хитрое. Да, время уходит просто, ну, что вот в духовке готовится. А так быстренько нарезать и маринад там, и все это, очень быстро это все делается. А то, что она, когда в духовке готовится, можно чем-то другим заняться, например. Вот так. Да. Все. Сейчас все это Надо разложим с на луком тарелочку. кушать. На тарелочку и сейчас лук туда добавим, все будет щекой. Весь сок, весь там в луке. В лук нам тоже надо добавить к мясу. И то сверху, а там снизу. И очень вкусно. Будем пробовать сейчас, друзья. Мясо выбираем с пакета на тарелочку. Все, выбрали мясо. И сейчас еще овощей туда добавим. Хрустяшек, ну, поджаренных, но хрустяшек. И это будет очень красота такая. Очень-очень красочно это все. Перчики, мясо, лук, лучок там. Сверху хрустящий лук будет. И хрустящие овощи. Очень ярко все. Желтый перец и красный перец, ну, придает такой красоту этому мясу. Вот и готово. Вот и готово наше блюдо. Прекрасно выглядит все. Сейчас все это уберем и приступим к дегустации. Ну, Маша уже продегустировала, ей очень понравилось. Настроение резко улучшилось, как говорится. Да, Маша? Сюда опять надо бокал сухого вина. Сейчас нальем. И Все праздники. с мясом сухое вино это самое то. Вот. Сейчас позвоним сестре, не позвоним. Придет, нет? Да, я еще и не. Да. Если придет, то придет, если не придет, то уже спит. Вот, и будем посидеть. Но до этого сейчас я немножко тоже я продегустирую и скажу. Вот, до этого времени. Ну что, мясо на столе, друзья. Виноградный напиток приготовлен. Сейчас подойдет еще сестра. И она, конечно, на камеру не будет сниматься, но посидим. Для того, чтобы сказать уже точно, что мясо очень вкусное и
Я знаю, что она вкусная. Я сейчас вот попробую и скажу вам, что она очень вкусная. Ой, ломается он. На вилочку даже Я с луком. так, Так сочнее, вкуснее. такое мягкое, что это мне с вилки падает. Мягкое, да. Вкусное мясо. Этот перец хрустит. Лук тоже немножко хрустит. Вообще классно. Всем советуем так приготовить это мясо, потому как скоро Рождество. Приготовьте вот на Рождество вот этот вместо шашлыка, потому что на улице сейчас холодно. Шашлык делать выходите. А вот в духовке придут друзья, быстренько нарезали мясо и приготовили. Всем советую такое. И еще поздравляем с Машей, с наступающим Рождеством. Божьих благословений вам, друзья. Что пускай до следующего Рождества у вас как по маслу все шло. С Божьего благословения. Вот так. Наша тоже Поздравляю присоединяется. всех с наступающим Рождеством. Всем желаю мира, добра, счастья, любви. И позитива. Вот так. С наступающим Рождеством, потому что у нас уже следующее видео выйдет, конечно же, после Рождества. А так, вон свечки горят, и Вино на столе вино стоит. на столе, да. Вот, и мясо. За готовку мяса Маша ставим 5, Да. а мне я не знаю, что Маша поставить. Тоже 5. Без вас, без тебя, то есть не Я был получилось. и доволен, на 30 минут он бы тоже очень доволен был. Но все простое, всегда вкусное. Вот так. Ну что, друзья. Ну что, друзья, готовьте вместе с нами, готовьте как мы, ну и готовьте лучше нас. А мы тоже советуйте нам в рецептах свои добавки, и все будет замечательно. Всем пока, друзья, до новых встреч На нашем канале. канале. Пока-пока. Всем пока.